вас есть хоть один контакт человека, который что-то искал в интернете, этот человек становится вашим лидом. Лид – это контакты потенциального покупателя. Чем отличается интернет-пользователь от обычного? Как научиться заключать с ним выгодные международные контракты? Развитие информационных технологий вывело онлайн-торговлю на различные площадки. Одной из них стала и Allbiz. Как ингушским предпринимателям получить больше выгоды от размещения товара на ней? Со слушателями делится Анна Панас, директор филиала торговой площадки. Торговая площадка – это своего рода онлайн-гипермаркет, в котором продавцы, поставщики из Ингушетии могут показывать свои товары и, показывая свои товары по всему миру, могут находить зарубежных покупателей, таким образом расширяя несырьевой экспорт Ингушетии. Предприятиям постоянно оказывается сервисная поддержка, и представители компании знают, как пользоваться ресурсом, умеют пользоваться личным кабинетом, просто чтобы понять какие-то общие проблемы и решить какую-то общую проблематику, мы решили сегодня вместе собраться. На данный момент на торговой площадке размещено уже 25 предприятий, 22 из которых уже нашли покупателей за рубежом, из Украины, Казахстана и даже Камеруна. Найти клиента в лице российских компаний смогла и фирма «Строймаркет». Про площадку, делится Хаваш Боров, они узнали около 4 месяцев назад. Формат поиска покупателей для них пока нов, потому и намерен узнать на этом мастер-классе чуть подробнее о некоторых моментах. Непосредственно какие-то, наверное, моменты, как быстрее находить партнеров, как такие технические моменты, как после заключения каких-то соглашений, способы и меры реализации нашей продукции. Но порой найти клиентов на торговой площадке бывает сложно. Экспортные контракты могут не заключаться по разным причинам, делится спикер. Логистика дорогая, которая удорожает сделку, и, соответственно, покупатель отказывается от сделки. С логистикой, как раз сегодня будем рассказывать, оптимизировать логистическую цепочку может помочь экспортный центр республики. Какие еще сложности бывают? Нету сотрудников англоговорящих, например, англоговорящих компаний. То есть вести переговоры с зарубежным клиентом сложно. Мастер-класс организован совместно с Центром поддержки экспорта Ингушетии. До этого он проводился в марте, где предприниматели учили, как разместить свой товар. В регионе центр существует только год, но уже успел помочь многим участникам мастер-класса выйти на новый рынок. Уже были 2 бизнес-миссии. Одна в Болгарию. Также была бизнес-миссия в Корею, мы возили медовиков наших. Уже конкретно по медовикам у нас есть даже, возможно, будущий контракт. Сейчас все находится в стадии договоренности. Также по итогам размещения на торговой площадке тоже есть уже пару заявок по конкретным продуктам. И, возможно, в ближайшем будущем мы все-таки около 4-5 контрактов долгосрочных заключим. Благодаря введенным инвестиционным кампаниям производство республики растет в разных направлениях. Правда, оборот продукции редко выходит за рубеж. Но решить такую проблему можно, размещая свои товары на таких торговых площадках. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24.